Одним словом, особенность устройства башкирского общества, акефальная структура, эгалитарность, демократизм не позволяли даже самым могущественным и социально представительным элитам осуществлять решения, идущие вразрез с настроением большинства. Правительство находилось в безвыходной ситуации. Упорство башкир, не желавших платить ясак, было оскорбительно для его самолюбия. Но любые насильственные действия, направленные на обуздание башкир, немедленно приводили к их консолидации и ответным вооруженным действиям. Понимаете как? Получается, только при нападении на Башкортостан может встать. Понимаете смысл? Получается, значит, нам нужно, наверное, создать какое-то нападение тогда можно на башкортов, блядь, чтобы они, блядь, нахуй собрались быстренько, блядь. Как это слово называется? Консолидация, блядь. Consolidation, блядь, наверное. Короче говоря, ну, как этот, без айтар жин, деп айтады деген, шул жин эшләргә кирәк, короче говоря. Жиында башкорт белән татардан ничек может жить булыр. По-другому никак. Так, поэтому властям ничего не оставалось, как пустить ситуацию на самотек и ожидать того момента, когда внутри башкирского общества созреет консенсус относительно примирения с Москвой и принесения присяги царю. О, видите как? Они ждали. Видите, они ждали, получается, и таким образом, через принуждение, такими вот ожиданиями, они все равно, как говорится, склонили за 300 лет Башкортостан и Татарстан. Вот и все, блядь. Тут далеко бегать не надо. Так. Что тут? Когда внутри башкирского общества созреет консенсус относительно примирения с Москвой и принесения присяги к царю. 10 марта 1709 года казанский губернатор Апраксин обреченно написал Петру Первому: о тех башкирцах доношу тебе, государю, народ, из проклятый, многочисленный и военный, да безглавный, никаких над собой начал хотя бы так, как на Дону, подобно атамана, и такие не имеет приняться ни за кого, и чтобы особенно послать ни к кому. В мае 1709 году в Башкирии появился еще один Кучумович, каракалпатский идеи волости, ханов сын Рыс Маханбет. С товарищи 400 человек пришли к Белоярской Теченской слободе, близости на Калмыцкий брод, и на том, где броду сбирают к себе в помощь башкирцев, а у него Деханова, сына своих людей, кроме башкирцев, около 40 человек. А нам, где он ханов сын, еще 400 прибавку наберет башкирцев, и Белоярскую де Слободу в тече развоюет. Сохранилось описание Рыс Мухаммад Султана, оставленное башкиром Айлинской волости, Урускаем Туровтевом. Ростом, где он невелик, лицем калмыковат, а подлинно ли он каракалпатский ханов сын или нет, про то он подлинно не знает. Только где слышал от башкирцев с Ногайской дороги, что он называет его ханским сыном. Получается, какого-то этого Кучума или какого-то там, блядь, Рыс Мухаммеда, получается, проверяли. Упоминавший выше башкир-катайской волости Атаек Назаргулов, собрав 150 человек, пошел к названному Рыс Мухаммеду, сыну Бушай Султана, и сказал ему, чтобы он пошел к свою землицу, то есть попытался выпроводить его на родину, но Рыс Мухаммед резко возразил ему, сказав следующее: прислал его к ним башкирцам из Каракалпаков дед его Кучук хан по подзывке Ногайской дороги, Алдарбая, да Уракабатыря, товарищи и те, да и башкиры преклонялись к нему большая половина, а вы, малые люди, спорили, и от них ни башкирцев никуда не идет, и нажидает к себе помощь выше явленного деда, своего Кучука, хана в 10 тысяч человек, и ныне он ханов сын пришел к Уракаю и на Мияс реку, и копят с Уракаем силу, и стоят Белоярской слободы в 2 днях. Блять, язык чуть не сломаешь, блядь, охренел я читать это, блядь, какие-то слова какие-то эти, тупые какие-то. В лагерь Рыс Мухаммеда и Алдарбатыра также приехал знаменитый башкирский предводитель из Айлинской области Менлихуджа, прославившийся тем, что в 1707-1708 годах разорил весь Кунгурский уезд. Отбывая свою волость, он взял от ханов сына знамя большое красное четвероугольное, а в середине круг белый. Да, он его сподвижники вздумали, чтобы идти на Кунгур войной и разорить. Описание в документе знамя, по всей видимости, было личным стандартом Кучумовичей. Весной 1709 в Заурале начались военные действия, разбившиеся мелкие партии по 50-100 человек. Башкиры совершили серию нападений на сибирские остроги, слободы, села и деревни, разбросанные по огромной территории от Уральского хребта до Тюмени. Короче, 65-й страница, наверное, Туганар будем останавливать, что-то меня убить начал, блядь, я смотрю, блядь, меня уже косит нахрен. Вот, почитали чуть истории, ну что я могу сказать. Тарихная, бельмегас бикаорикин. Когда ты не знаешь тарих, ты, даже когда ты общаешься, можешь где-то там затупить, короче, да, ведь вот, и не знаешь, что ответить. И вот более, так скажем, ну, по теме, да, правильное что-то. И тут вот как раз таки, что тарихна хотя бы нужно, как говорится, маломайзерно добавлять себе по чуть-чуть, чтобы понимать, чтобы хотя бы, как это происходило. Вот, допустим, вот я для себя даже, вот сколько там страниц, да, сегодня прочитал, 65-я страница это, а я начинал со страницы, сори, бля, пипец рубль, с 52-й страницы, а сейчас 65. Получается, 13 страниц я прочитал, 13 страниц, ну, так скажем, блядь, ну, прилично, да, прочитал, блядь. Мы поняли, что там тоже была какая-то канитель конкретная, блядь, нахуй. Самый, да, ведь башкортовга никто не помогал. А сейчас, когда просят за башкортов, помоги там или что-то в этом роде, или там, сейчас эти помогут, те помогут, ни хера. Поймите одну вещь, никто не поможет, только мы сами себе можем помочь. Это для начала не идти на войну, не идти ни на какую нахрен войну или ни на какую провокацию, какую-то хрень. Нет смысла идти, потому что там погибают наши. И поэтому, чтобы не погибали или что-то в этом роде ничего не происходило, нужно тупо, как говорится, или уезжать, или тупо просто уже сплотиться там и не выходить вообще на повестки, на это все хрень надо забить, короче. Или вы один уезжаете, или вы собираетесь все вместе и выходите против этого правительства. Все, другого у вас варианта нет. Вот примерно так. Короче говоря, Туганар, на этом будем заканчивать, потому что меня пипец рубит, короче. И потом будем посмотреть. Надеюсь, как интернет появится, я попытаюсь этот Wi-Fi, точнее, попытаюсь скачать, потому что на телефоне это нереально скачать эту штуку. И попробую загрузить потом. Вот так, ладно, Рахмат.